Помогает продавать произведенную в мастерской продукцию через выставки продажи. Первые зарплаты ребята получили благодаря программам Госкомитета, Центра занятости. Это программа организации сопровождения и организация временного трудоустройства. Первые работы мастерских успешно реализовали и на эти средства приобрели материалы для будущих изделий. В декабре по приглашению корпорации ВПРФ ребята съездили в Москву для участия в новогодней благотворительной ярмарке. Всего на работу в сети единства принято 16 человек. Из них в гончарном деле занято 10 человек, швейное производство и производство пастилы привлечено по 3 человека. Мастерская имеет все необходимое оборудование и расходные материалы. Весь процесс курируется опытными наставниками, а продолжительность рабочего дня составляет 4 часа. Поступила я в 2021 году. Я очень благодарна нашему проекту и отучилась в институте Ленинградской области. В данный момент пошла по специальности швея, реставрация шуб. Я вижу результат, действительно, результат того стоит. Все участвующие в проекте показали высокие результаты, благодаря своему упорному труду и высокой мотивации. Все они получили свой первый трудовой опыт. Сама практика показала, что организация рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья вполне реальна и невыполнима. Вероника Дырская, Григорий Охлопков, Якутск. В Национальном художественном музее стартовал первый тур Кубка главы республики по шахматам. Турнир собрал 57 спортсменов, среди которых 7 международных гроссмейстеров, мастера спорта России и международного класса. Кубок главы – это один из этапов Кубка России, и лучшие участники получат зачетные очки для допуска в финальную часть. Подробности турнира у Александра Хавренко. Более полусотни шахматистов сегодня сели за доски в Национальном художественном музее. Уже второй раз музей принимает у себя участников Кубка главы Якутии по шахматам. По традиции, перед началом соревнований проведена жеребьевка, которая определила, какими фигурами начнет турнир фаворит Кубка. Здесь будут проходить также матчи полные творчества, интеллекта, потому что шахматы – это и наука, и искусство, и спорт. Сейчас мы провели процедуру жеребьевки, то есть мы выбрали цвет для игрока, который у нас в списке значится под номером 1. Это рейтинг фаворит, то есть человек, у которого наибольший рейтинг. И, соответственно, первый номер и дальше последующие 3, 5, 7, все нечетные номера по этой жеребьевке будут играть черным цветом. Рейтинг фаворитом на этих соревнованиях является Дмитрий Кокарев, международный гроссмейстер из Пензы. Дмитрий с большим удовольствием принял приглашение на турнир. Мне все очень нравится. Я первый раз в Якутске, но, честно говоря, посмотрев репортаж о предыдущем Кубке, к сожалению, тогда я не смог принять участие, очень захотел приехать. И в этом году, можно сказать, мечта сбылась. Больше люблю белыми начинать, а вот как повлияет, это уже турнир покажет. Повлиять может в любую сторону. Но вообще я ожидаю позитивных впечатлений, но лично от себя все-таки ожидаю хорошей игры. Или хочу на это надеяться. Жеребьевка первого этапа непредсказуема. И за одной доской может оказаться пожилой мастер и молодой шахматист, международный гроссмейстер и начинающий спортсмен. Один из перспективных якутских шахматистов – 16-летний Владислав Жирков. Шахматами он занимается с 5 лет и не боится садиться за доску против именитых гроссмейстеров. Мне очень радостно то, что у нас проводится этот этап, потому что ты можешь мало поехать на такие этапы, и если он проводится у тебя в родном городе, это родные стены, и можешь себя показать в хорошем качестве. То, что я могу, может, попробовать сыграть с гроссмейстерами, это большой опыт для меня. Кубок главы Якутии проводится при финансовой поддержке компании «Алроса» и Целевого фонда будущих поколений Якутии. Игры продлятся до 31 января, когда после розыгрыша 9-го тура мы узнаем имя победителя и обладателя Кубка главы Якутии. Кто им станет, именитый гроссмейстер или начинающий шахматист, покажет игра. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. И о погоде в Якутске и ряде районов завтра прогнозируют резкое повышение температуры. В столице республики ночная температура составит минус 34, минус 36 градусов. Днем до минус 24, минус 26. При этом будет ветрено. Утром и днем пройдет небольшой снег. В центральных районах днем температура воздуха повысится до минус 23, минус 28. На западе до минус 13, минус 18. На юго-западе местами на юге до минус 7, минус 12.
На востоке и северо-востоке синоптики прогнозируют минус 28, минус 33. К концу недели снова ожидается похолодание. Также в ближайшие сутки порывистый ветер ожидается местами в Ленском, Мирнинском, Алекнинском, Кобяевском, Жиганском, Авино-Бутантаевском, Верхоянском, Устьянском районах. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, а на побережье Анабарского и Булунского районов до 17-22 метров в секунду ожидаются метели. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания. Международные спортивные игры «Дети Азии» дают старт молодому поколению. Не упусти уникальную возможность стать лицом игр «Дети Азии», подав заявку в наградную группу одного из направлений волонтерского движения. Заполни анкету на сайте yakut2024.org прямо сейчас. Вместе мы создаем незабываемый момент. Это вы подключились к спутниковому ТВ, телекарта по акции «Умножаем на 10» и сразу получили на счет в 10 раз больше первого платежа. И никаких фокусов. О телекарте и акции «Умножаем на 10» вы всегда узнаете на телекарта.тв. Подключай, в 10 раз больше получай. Алмаз Регионбанк отут сыллах явление связьтен республика социальные объекты стабильного 3 миллионов анет. Горбовство, Калибрасуах, карта жителя Якутии, дебетовая карта номер 4, Бямулугу, Коратунов Солотын, Ого Уянын, Эбедер Балыгатын, Пупсара проекты АЭП онлайн, мобильный сегрегаталар, иккисилме Казахстарын Тугар Коластак. Тимгер Кейбір проекты Олоққа келлерерге, Гүляхин көрілі, Бәң районын тәскилин Тугар Клаккин келлер. Я коренной якутянин. Начинал свою трудовую деятельность в компании «Алроса» слесарем обогатительной фабрики номер 12. Сейчас я работаю здесь, но уже в центре управления операциями. У нас в компании «Алроса» созданы все условия для тех, кто хочет расти профессионально. Друзья, жители нашей многотысячной республики, тем, кто хочет иметь благодарную и интересную работу, предлагаем вливаться в наш многотысячный коллектив. «Алроса» – якутская компания. Цифры здоровья – это нормальный уровень артериального давления, приемлемый уровень глюкозы и холестерина в крови, оптимальный индекс массы тела, много ходить и по возможности бегать. Держите эти цифры под контролем, и вы обязательно будете здоровы. Испытано на себе. Утро доброе всем, 8 утра, очередной сеанс связи, сегодня отсыпается, ему надо побольше поспать. Каждый день за рулем около 15 часов проводит. Вокруг красота,
день, можно так назвать. Сейчас будем искать дорогу, как отсюда с реки выехать на Старый Зимник. Визуально ночью не нашли, будем искать, сейчас дроном летать. Надо посмотреть, что там, где она. И понимать, куда ехать дальше. Вот я проснулся. Поздравляю всех участников экспедиции с замечательным праздником 23 февраля. Желаю всем богатырского здоровья, счастья и удачи. Удача нам не помешает. Всех с праздником, мужики. Спасибо. Ну, на этой праздничной ноте подъем. Ну что, друзья, сегодня начинается третий день нашей экспедиции «Север рядом» якутскими тропами на вот таких вот вездеходах «Бурлак». Мы на реке находимся. Погодка по ощущениям 30-35. Морозец такой хороший еще стоит. Самое некомфортно в таких условиях в экспедициях это, что, ну, пока толком не помыться, моемся салфетками, ну, и умываемся. В туалет сложновато ходить. Ну, если сходить подольше ты хочешь, то холодно, вот это дело. Вот у меня уже руки задубели, пока сейчас камеру держу. Так что все. Просыпаемся, завтракаем, ищем, куда ехать и в путь. Испытано на себе. Собираем отчет о движении двигателя, то есть топливно-экономический, так называемый расход, как работает система, как работает система охлаждения. Есть ли какие-то ошибки, которые возникали в ходе движения, мы это видели, не смог увидеть, Продолжаем путь. Снова по волчьим тропам. Ага, тоже, да? Такое. Возможно, найти спуск. Пока не находишься. Прогресс, да, какой как бы, да? После ночного состояния. Значит, быть не очень расторопным. Серега быстренько сориентировался, побежал снять, а я пока там оделся, пока нашел куртку. Где все? Все, в общем, кадр издалека. Это просто первый раз мы по такой, как бы, спускаемся по такому берегу. Обычно аккуратничали до этого, как-то видели такой обрыв, не рисковали. Тем более понимали, что за нами еще второй бурлак с прицепом. Там немножко у них посложнее. Но, как видим, не такое уж это и препятствие, по сути. На улице просто сказка, зимняя сказка. Видите, просто такой провожу, понимаешь, что тупой кадр получился. Так вот, не снимайте. Это уже не кинематографично. Вот реку проехали. 30 лет, казалось бы,
Была зима 50-60 градусов, здесь около 60. Должен быть вообще лед промерзший, там, до самой земли, еще и земля промерзшая. А нет, вот, пожалуйста, вода. Как мы везде ездим. Зато можно умыться как раз. 3 дня уже не мылись. Салфетками только обтираемся. Поэтому, конечно, жду баню в каком-нибудь поселке. Вот это очень хочется мне ее дождаться. Да, конечно, Сакрыр очень нас здорово встретил. Спасибо всем, кто нас встречал, спасибо всем, кто нас так вкусно и сытно накормил, кто организовал такой вот алгыс, нам встречу, танец. И самым лучшим завершением сегодняшнего дня, конечно же, это будет баня. Пока народ ждет, баня топится. Давайте проведу вам экскурсию. Здесь у них все можно постираться. Нам предложили, но мы здесь сохнет на стиральной машине. Уже стоит приятный банный аромат. И вот наша сегодняшняя помывочная. Прям, ну, еще жары нету. Меня даже сама атмосфера уже радует. Поэтому я бы сейчас так вот сел бы сюда и на полчасика. Наконец-то погреться. Здесь мы вошли в другую реку, Долголах. Это верховье Яны. В самом конце Нижнеян стоит. И это место Алушабдах называется. Очень приметное. И отсюда очень много будет промоин. И вообще, называется, как в переводе, проталины. Километра 40 будет тянуться открытая вода. Любую зиму она не мерзнет. Не знаю почему. Течение везде одинаково. Оно по земле что-то. И нам надо найти зимний выход. Переправа должна быть где-то старая. И если вдоль нее пойдет, тогда мы немного ускоримся. И не так рискованно будет. Пробуем здесь, хотя протально, не знаю. Здесь снегоходы. А это вот почти следующий. Да, плотины человек. Сюда написать заедет. Вот так и прокладываем путь. Друзья, в таких вот местах бывает, мне кажется, только оленеводы, кто на севере живет, и охотники вот по таким диким. Просто такое чувство необычное. Вот сейчас понимаешь, что мы едем по дороге, которые не пользовались уже много лет, я так понимаю, что здесь вроде как какой-то старый зимник, тракт. Но мы, по сути, дорогу прокладываем по лесу, тропу такую. И вот, понимаешь, что это настолько дикие места, что это
такое везение, что удалось сюда попасть. И каждый раз, каждая остановка, выходишь, вот прям вот впитываешь, вот наслаждаешься. Вот по лесу нам не очень удобно ездить, потому что антенны. Брат Юра порвали, когда проезжали где-то одну сторону. Или приходится периодически ремонтировать.